Она вновь скатилась в дефляцию. Бюро статистики ЕС подтвердило более ранние предварительные расчеты роста потребительских цен в апреле. Показатель оказался на 0,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, апрель стал уже вторым дефляционным месяцем на пространстве валютного союза. Это еще одно подтверждение того, что Европейский Центробанк не справляется с задачей разогрева экономики, даже несмотря на стабилизацию цен энергоносителей. Если последние 3 года главным барьером на пути ЕЦБ к целевому 2% уровню инфляции считались именно падающие котировки нефти и газа, сейчас винить стало просто некого. С начала года углеводороды заметно подорожали, их стоимость продолжала расти в течение апреля. Сейчас главным драйвером падения потребительских цен стал сектор услуг. В апреле расценки в этом сегменте увеличились всего на 0,9% против 1,4% в марте. Это может быть признаком так называемого эффекта второго уровня, когда бизнес, не связанный с энергетикой, начинает снижать цены в ответ на падение издержек и снижение инфляционных ожиданий среди клиентов. Кстати, базовая инфляция, исключающая пищевые продукты и топливо, упала в апреле на 0,7% против 1% в марте. Это самый низкий уровень за 12 месяцев. Напомним, что с середины 2014-го ЕЦБ запустил целый ряд стимулирующих мер для достижения целевого уровня роста цен. Последняя из таких программ была анонсирована в марте и включала сокращение всех ключевых ставок, раздачу сверхдешевых кредитов банкам и расширение ежемесячного объема выкупа облигаций до 80 миллиардов евро.